Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости в студии Муниса Аблакулова. Сегодня в Касре Милад под председательством основателя мира и национального единства, лидера наций, председателя правительства страны Эмоли Рахмона состоялось первое заседание правительства Республики Таджикистан в 2017 году. На заседании был заслушан отчет председателя города Кулеба о ходе выполнения Конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государственной власти и закона Республики Таджикистан об органах самоуправления поселков и сел. Глава государства Эмоли Рахмон, в целом выразив удовлетворение ходом благоустройства, исполнения постановлений правительства страны в городе Кулебе, дал поручение указания руководству местного исполнительного органа государственной власти города Кулеба для устранения некоторых недостатков, в том числе правонарушений в вопросе использования и оплаты средств на использованную электроэнергию, теплоснабжения социальных учреждений, а также предотвращения преступлений в сфере землепользования. Такие же поручения и указания были даны руководству города Душанбе. Президент страны Эмоли Рахмон привлек внимание руководства местного исполнительного органа государственной власти города, других министерств и ведомств к вопросам расширения работ по благоустройству, повышения уровня оказания коммунальных услуг населению, улучшения работы общественного пассажирского транспорта и санитарной ситуации, упорядочения традиций, торжеств и обрядов, повышение культуры граждан, устранение проблем на местных столичных дорогах, улучшение качества питьевой воды, канализации и тому подобное. На заседании также были рассмотрены вопросы о мерах по исполнению закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2007 год и о разработке показателей государственного бюджета на 2018-2028 годы и проекта закона Республики Таджикистан о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2018 год. Глава государства Эмоли Рахмон поручил принять конкретные меры для целевого и бережливого использования бюджетных средств, обеспечения планов по доходной и расходной части бюджета. Члены правительства страны после обсуждения одобрили и представили на рассмотрение Маджлиса Намояндагон, Маджлисе Оли проекты законов Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан, об инвестиционном соглашении и о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о лицензировании отдельных видов деятельности. На рассмотрение Маджлиса Намояндагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан также были представлены проект Конституционного закона Республики Таджикистан о местных органах государственной власти и заключение правительства Республики Таджикистан к проекту закона Республики Таджикистан о внутреннем туризме. В связи с проектом постановления правительства Республики Таджикистан о правилах оформления, выдачи визы, электронной визы Республики Таджикистан иностранным гражданам и лицам без гражданства было подчеркнуто, что данная мера осуществляется для упрощения визовой системы и ее адаптации к мировым стандартам. Таджикистан считается одним из лидеров среди других стран региона и СНГ в плане продвижения консульской работы и визовой системы. В частности, с этой целью соответствующие департаменты Главного консульского управления оснащены новейшим мировым оборудованием. В работе заседания также были рассмотрены проекты постановления правительства Республики Таджикистан о концепции непрерывного образования в Республике Таджикистан на 2017-2028 годы, о положении о комиссиях по правам ребенка, о положении об органах опеки и попечительства, о размере и порядке расходования средств государственного социального страхования на курортно-санаторное лечение, организацию отдыха работников, членов их семей, оздоровительно-профилактические мероприятия. Кроме того, на заседании были заслушаны отчеты председателей города Турсунзаде и района Хурусон о генеральных планах города Турсунзаде и поселка Обикиик района Хурусон Хатлонской области. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан Эмоли Рахмон дал ответственным лицам министерств, ведомств, городов и районов поручения и указания, связанные с рассмотренными на заседании вопросами, исполнением других поручений правительства Республики Таджикистан, в том числе ускорением работ по благоустройству. Сегодня в Касре Милад основатель мира и национального единства, лидер наций, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмоли Рахмон, принял специального представителя Европейского союза по Центральной Азии Питера Бурьяна. На встрече были рассмотрены перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества Таджикистана с Европейским Союзом. Высоко оценив отношения Таджикистана с Европейским Союзом, обе стороны выразили удовлетворение о развитии сотрудничества в сфере политики, экономики и культуры. Стороны также выразили мнение по вопросам многогранного сотрудничества в рамках Европейского Союза и Центральной Азии, многолетней индикативной программы на период до 2020 года и региональной стратегии Европейского Союза для Таджикистана.
В Осетском районе продолжается строительство берегоукрепительной дамбы протяженностью в 940 метров. Согласно предусмотренному плану, сооружение будет построено к сентябрю этого года. Используя специальную технику, строители планируют завершить основную часть работ до начала дождевого сезона. С ходом строительства новой дамбы ознакомился и наш корреспондент. Этот береговой участок реки Йоксу проходит по территории села Чаврейс сельского джамата имени Абдиаваза Сельского района. Рядом с берегом расположены село Чаврейс и сооружения по водоснабжению, акведук для ирригации свыше 1500 гектаров сельскохозяйственных угодий. Безопасность жизни местного населения и водопроводного сооружения полностью зависит от строящейся здесь дамбы. Обильные дожди и ливни прошлых лет разрушили прежнюю дамбу, поэтому появилась необходимость в строительстве новой. Строительство сооружения ведется работниками общества с ограниченной ответственностью «Мост-отряд-32». Проект строительства был начат раньше, но ходу работ помешала вода. Теперь, когда ее уровень опустился, мы приступили к строительству дамбы. К настоящему времени здесь подготовлена основа для плит и идут монтажные работы. В этом участке реки наблюдается быстрое течение потока воды. В прошлом году на берегу были установлены крупные плиты, которые позже смыло течением воды. Руководит строительными работами на этом участке Нематулу Азизов. Он выбирает наиболее подходящую точку для сооружения этого жизненно важного объекта. Протяженность прибрежного участка составляет 940 метров. Прежняя дамба находилась в плохом состоянии и не выполняла свою функцию. Поэтому было решено построить на ее месте новую. Сейчас вся рабочая сила направлена на нижние ряды, так как погода позволяет проводить установку и монтаж плит. Когда начнется сезон дождей, работы могут без проблем продолжаться на верхних рядах. Но внизу это уже сделать будет невозможно по причине повышения уровня воды в реке. Специалисты объясняют, сооружение строится следующим образом. Главным материалом для строительства дамбы являются крупные плиты. Они складываются определенным образом и соединяются между собой. В этом и заключается берегоукрепление. Важно указать, что в строительстве сооружения привлечены 10 безработных местных жителей. В районе очень много пассивных земель. Здесь также проходит высоковольтная линия передачи электричества. Если не построить это берегоукрепительное сооружение, велика угроза того, что водным потоком все будет смыто. Отмечаем, что в течение пары месяцев 10 безработных местных жителей привлечены на строительство дамбы. Заработная плата работников выдается своевременно. Все необходимые строительные материалы обеспечены. Строительство берегоукрепительного сооружения села Чаврейс направлено отраслевое оборудование и специальная тяжелая техника. Они задействованы в большей части строительных работ. Сейчас здесь задействована тяжелая машинная техника, грузовой кран, экскаваторы и бульдозер. Часть из них сдерживает поток воды в местах, где ведутся работы. Грузовые машины привозят сюда гальку, так как проектом предусмотрено накладывание галечного слоя под устанавливаемыми плитами. Несмотря на январские морозы, берегоукрепительные работы на прибрежном участке Чавреза продолжаются беспрерывно. Согласно проекту строительства дамбы, строительные работы будут полностью завершены в сентябре этого года. Свежие овощи в январе. Парниковый труд таджикских дехкан сегодня вполне востребован и не только на родине. Аграрный бизнес хозяйств Хатлонской области – пример удачного совмещения погодных условий и тепличных технологий. Наш корреспондент продолжит тему. Год за годом возрастает число сезонных и постоянных парников на территории поселочного джамата Киров Вахшского района, за счет чего увеличивается и объем производимой сельскохозяйственной продукции. Здесь стоит особо отметить кропотливую работу трудолюбивых жителей данного региона. Местные земледельцы отводят располагаемые свободные пассивные земли только на культивирование ранних овощей. По сравнению с прошлыми годами, количество парников в этой местности значительно увеличилось. К примеру, в нашем селе в прошлом году парники были возведены на площади 3 гектаров на приусадебных участках. В этом году общая площадь постоянных и сезонных теплиц достигает 6 гектаров. В них выращиваются лук, зелень, чеснок и другие культуры. Урожай вывозится на местные потребительские рынки, а прибыль достаточна для семей трудящихся дехкан.
Мы нашли высокопродуктивные семена. Благодаря доходам от продажи полученных урожаев мы построили дом и провели свадьбы наших детей. Семена овощей были высажены в ноябре. Так как поддерживается тепло в почве, ростки выглядывают уже в течение 1 недели. В целом сейчас здесь 3 слоя клеенки. Плюс работает печь, поддерживающая необходимую температуру. В этом году зима прохладнее, чем обычно. Поэтому у дихкан побольше хлопот, так как погода холоднее, особенно ночью. Образование теплиц для производства ранних овощей из числа помидора, огурца, болгарского перца и других видов, с одной стороны, позволяет увеличить площадь посева различных сельскохозяйственных продуктов, а с другой стороны, содействует повышению качества жизни местного населения. До сегодняшнего дня здесь росли помидоры. Сейчас мы приступили к посеву семян огурца. Большинство жителей Джамата заняты дихканским делом, выращивают болгарский перец, баклажаны, огурцы и помидоры. Покупатели приходят прямо домой за товаром, так как качество продуктов высокое. Учитывая прибыльность дихканского дела, все больше местных жителей начинают заниматься выращиванием овощей и фруктов. Особенно распространено здесь строительство парников различных объемов на свободных приусадебных участках. У нас очень плодородная почва. Если постоянно ее удобрять, своевременно проводить посев и вспашку, словом, заботиться о ней и честно трудиться, то вас, несомненно, ждут отличные результаты. Кроме того, важно следить за ростками, защищать их от болезней, убирать сорняки. Много тех, кто только сажает семена и ждет богатых урожаев, но такого не бывает. По инициативе трудолюбивых жителей и работников дихканских и фермерских хозяйств на территории поселочного Джамата Киров Вахшского района на площади 28 гектаров и 26 сотых земли построены сезонные и круглогодичные парники. За счет развития тепличного дела местное население получает неплохие доходы. Всего в поселочном Джамате Киров Вахшского района расположено 3170 гектаров орошаемых посевных земель. В рамках предусмотренного плана в этом году на участке в 528 гектаров проведен осенний сев различных сельхозкультур. Воспользовавшись благоприятными погодными условиями, дихкане уже очистили 2700 гектаров земель от стеблей хлопковых кустарников и провели качественную вспашку для повышения урожайности выращиваемых культур. Несмотря на то, что на дворе стоит январь, в регионах уже начали готовиться к весенним полевым работам. Сейчас предприятия закупают минеральные удобрения, заблаговременно занимаются и ремонтом необходимой техники. Чтобы воочию увидеть, как готовят технику к весеннему севу в городе Гисар, наши коллеги посетили общество с ограниченной ответственностью «Хайдар Миров». Снег еще долго будет лежать на полях, а работа по ремонту техники в мастерских и цехах сельскохозяйственных предприятий уже кипит. В отдельных предприятиях, например, в обществе с ограниченной ответственностью «Хайдар Миров» города Гисар, уже практически все машины подготовлены к весеннему севу. Часть техники сумели привести в порядок еще осенью, сразу после завершения уборочной эстрады. А оставшиеся комбайны и трактора отремонтировали собственными силами в течение последующих 3 месяцев. Следует отметить, что земледельцы данного хозяйства имеют богатый опыт выращивания всех видов сельскохозяйственных культур. По прогнозам, дихкане успешно завершили осенний сев, куда вошли пшеница, картофель, люцерна, овес, ранний лук и другие. В настоящее время ухаживают за ними. По данным руководства хозяйства, прошлогодние показатели сельскохозяйственной сферы в этом хозяйстве были высокими. Важнейшая задача растениеводов в этом году – вырастить урожай однолетних и многолетних культур с высокими питательными качествами и полностью обеспечить рынки свежими овощами. Мы с наступлением осени приступили к осеннему севу. Посевы зерновых культур заняли 80-88 гектаров. На площади 20 гектаров земли провели сев лука, на 2 гектарах чеснок. Надеемся весной провести сев всех сельскохозяйственных культур и получить хороший урожай. Но с одной стороны, пока строить прогнозы на урожай 2017 года рано, но уже сейчас нужно готовить сельскохозяйственную технику к предстоящему весеннему севу. Ведь за зимние месяцы предстоит ни много ни мало подготовить
подготовить всю технику – комбайны, тракторы, сеялки, культиваторы к рабочему сезону. Можно сказать, что наше хозяйство полностью справилось с этой задачей. Мы готовы к весеннему севу полностью. В настоящее время подготовка техники к севу – это основная задача каждого хозяйства, иначе можно не получить желаемый урожай. Согласно плану, мы намерены засеять хлопчатник на площади 40 гектаров. Вся задействованная к данному севу техника отремонтирована. В настоящее время находится в рабочем состоянии. Мы постараемся провести сев всех сельскохозяйственных культур, наладить развитие овощеводства в нашем хозяйстве и внести свой вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Механизаторы и инженеры общества с ограниченной ответственностью Хайдар Миров города Гисар все запчасти для техники приобрели из зарубежных компаний. Очень важно приложить сейчас максимум усилий, чтобы весной и летом работа шла хорошо, без сбоев, говорят специалисты. Техника отремонтирована в срок, все трудятся слаженно, осознавая всю важность возложенной на них задачи, заверяет главный инженер хозяйства. Конечно, некоторые тракторы и другие агрегаты уже отслужили свой срок, хотя по-прежнему еще в строю, благодаря местным умельцам. Поэтому в сельскохозяйственных предприятиях стараются по возможности приобретать новые машины. Любые сельскохозяйственные работы начинаются с техники. Как вы сами видите, учитывая важность машин, мы уже подготовили их к весеннему севу. Большую часть техники сумели привести в порядок еще осенью, сразу после завершения сбора урожая. Все это позволяет местным аграриям провести весенние полевые работы в оптимальные сроки. Тем более в хозяйстве трудятся опытные земледельцы. Они не только трудятся на севе сельскохозяйственных культур, но и принимают активное участие на уборке выращенного урожая. И опять-таки в этом также очень большую роль играет техника. Для проверки готовности и приемки техники задействована специальная комиссия. Ответственные лица, полностью осмотрев состояние нашей техники, дали им высокую оценку. Эти работы проводятся для того, чтобы не было сбоев при начале весенних работ. Мы надеемся, что работы на наших полях пройдут успешно, и мы сможем выполнить все поставленные перед нами задачи. А пока на открытой площадке перед гаражом подготовленные машины уже выстроились в линейку готовности. Они терпеливо ждут наступления горячей весенней поры. Кроме подготовки техники, по мнению специалистов, также нужно позаботиться и о механизаторских кадрах, системе технического обслуживания, наличии необходимого количества семян и минеральных удобрений. Государственное унитарное предприятие «Таджикская железная дорога» установило скидки на перевозку скоропортящейся сельскохозяйственной продукции от 30 до 50%. Такая мера была принята с целью оказания поддержки дихканским хозяйствам и предпринимателям, а также с целью увеличения экспортного потенциала. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции, состоявшейся сегодня в городе Душанбе, сказал заместитель начальника государственного унитарного предприятия «Таджикская железная дорога» Усмон Каландаров. Он подчеркнул, что по поручению правительства Республики Таджикистан на перевозку алюминия была предоставлена скидка в размере 60%. Кроме того, с целью привлечения отечественных иностранных предпринимателей для перевозки грузов из Хатлунской области и обратно по новому участку железной дороги Душанбе-Курган-Сюбе-Куляб предоставляются скидки на перевозку горючего на 55%, на другие виды грузов на 50%. Вместе с тем, в рамках соглашения железнодорожных администраций Таджикистана, Казахстана и Российской Федерации действуют скидки на предварительную покупку билетов сроком от 31 до 45 дней 45%, от 21 до 30 дней 40% и от 11 до 20 дней 35%. Спасатели, работающие в итальянском отеле Ригапиано, попавшем 18 января под лавину, к утру 24 января обнаружили и извлекли на поверхность тела 3 погибших. Таким образом, общее число жертв составляет, по последним данным, 12 человек. Судьба еще 17 человек, находившихся в отеле в момент происшествия, остается неизвестной. Напомним, вечером 18 января на отель, расположенный в горах в Центральной Италии, сошла лавина. В здании в этот момент находились более 30 человек, в том числе иностранные туристы.